Нурсултан Абишевич Назарбаев, первый президент Казахстана. Нурсултан Абишевич Назарбаев, советский, казахстанский государственный и политический деятель, член Конституционного совета Казахстана, президент Республики Казахстан. Есть слово гордое казах, в нем воплотилось государство с гербом и гимном, и есть свой флаг, язык, в котором мудрость нации, и первый президент Казахстана Назарбаев Нурсултан Абишевич, первый президент Республики Казахстан Ельбасы, лидер нации, верховный главнокомандующий вооруженными силами Республики Казахстан. В период нахождения Нурсултана Назарбаева в должности президента страны с 91 по 19 года под его руководством Казахстан совершил мощный бросок из никому неизвестной постсоветской территории третьего мира в число 50 лидирующих стран. Среди наиболее значимых достижений можно отметить следующие. Определены государственные границы суверенного Казахстана, построенная новая столица Астана. Казахстан добровольно отказался от третьего по размеру ядерного арсенала, закрыл Семипалатинский полигон и стал лидером ядерного разоружения во всем мире. Досрочно выполнена стратегия Казахстана 2030, что обеспечило вхождение страны в 50 самых конкурентоспособных стран мира. Страна первого президента Казахстана можно с уверенностью назвать архитектором современной казахстанской модели государственности. Маргарет Тэтчер говорила о Назарбаеве как об одном из самых известных и авторитетных политиков. Сегодня мир знает 5 или 6 влиятельных политиков. Среди них Нурсултан Назарбаев. Он нашел оптимальный баланс между национальными интересами молодого растущего независимого государства и глобальными тенденциями мирового развития. Нурсултан Абишевич – современный политик, лидер нового типа, прогрессивного склада ума, нацеленного на воплощение идеи модернизации страны. Ельбасы заложил крепкий фундамент независимого Казахстана. Благодаря этому страна стала уверенно развиваться, последовательно и путем реформ, преодолевая все внутренние и внешние вызовы и проблемы. Он также говорил, что на сегодня обязанность семьи, детского сада, школы, всей страны и народа вырастить, воспитать и обучить поколение, которое соответствует требованию современного времени, разносторонне развитое, умеющее здраво мыслить, сформировавшееся национальным сознанием и национальной психологией. Всем спасибо за внимание.